и эти женщины тоже, как и я, просто никогда своих мужей не нашли. Потому что если погибнет где-то кто-то, его похоронят, может быть, ты даже уже не найдешь где. Когда уже стали снимать фильмы вот эти, как Балабанов, да, что русский солдат, вот это, да, он черножопые гниды, ты не брат мне, вот это все. И это все же в обществе потом уже усугубилось. То есть через 30 лет мы возвращаемся к тому сейчас, что к чеченцам относятся как к террористам. И поэтому, когда их убивают в Европе, они говорят, ну правильно, он же террорист, вот его нашли, и сами между собой разобрались, и все это не наше дело. Вот с этим что делать? Ну, с этим ничего не сделаешь, потому что пока есть этот странный союз Путина с Кадыровым, Путин выбрал Кадырова, подумал, вот этот хороший союзник, потому что он тупой, он хочет власть, и с ним можно хорошо манипулировать. Я ему отдам эту Чечню, пусть он там делает, что хочет. Пусть он там убивает, и не только там, пусть он убивает где хочет. Я буду со своими спецслужбами его прикрывать, защищать и помогать ему, наверное, информациями, например. Потому что такая информация тоже была, что Россия, она делится с некоторыми западными странами секретной информацией. Оказалось, что с Москвы эта информация про некоторых чеченцев, где они находятся в Европе, в Штатах, она идет в Чечню. Их, конечно, легче потом найти и убить. Так что все это, знаешь, вся эта проблема сидит в Москве, не в Чечне. Если бы не было Путина, никогда бы чеченцы не позволили одному клану, такому еще как Кадыров, который не может договориться с другими, он их может только уничтожать и убивать, никогда бы это у Кадырова не получилось. Чеченцы не такая нация, что они в каком-то рабстве привыкли жить. У них это вообще против менталитета. У них, конечно, они имеют какого-то вождя, они его, конечно, любят, но он должен знать какие-то правила. И по этим правилам он должен жить и существовать, и вся это общество должно как существовать. Но когда влезешь туда со своими правилами, со своими деньгами, со своим оружием, ты все это нарушишь, весы идут так, и получаем то, что там имеем. Сумасшедшего идиота, наверное, и психически больного человека, который владеет миллионом людей. И ему позволено все. Вся вина, по-моему, на голову русской верхушки, которая предала интересы чеченских граждан за то, что Кадыров обещал, что больше войны не будет, там будет все спокойно и не будет никаких сепаратистических тенденций. Да? Чечня останется в составе России, хотя фактически там вообще другие законы, и там можешь делать, что хочешь. Но официально как бы это в составе России. А это хватит. У Путина сейчас свои проблемы, там с Хабаровска, начиная по Белоруссию. Он должен иметь надежного союзника, пусть он там в спортивном костюме или в форме, это все равно, пусть делает, что хочет, но главное, что он ему удержит Северный Кавказ в составе России. Больше, по-моему, в Кремле никого ничего не интересует. А чеченцы, как люди, ну, конечно, надо их показывать как какие-то опасные существа. Потому что если их не показывать как опасные существа, может быть, кто-то бы задумался, почему их оставят убивать там, да? А тот, кто говорил про это все, он тоже уже не живет, как Политковская, например. Как Немцов, между прочим, он тоже про это говорил. Не только там, да. Очень много людей, которые подняли голос, начали про это говорить. И, знаешь, нас это, по-моему, так не касается, но в этом русскоязычном обществе, там это Кадыров, он там смотрит. И там он наказывает людей, которые слишком как бы ему начали там угрожать. И да, это хватит одного, как решить эту ситуацию. Хватит, чтобы в Кремле был кто-то другой, кто бы не позволил в рамках своего государства такое нарушение прав человека, как это мы видим в Чечне. То, что в России тоже нарушаются права, это одна вещь. А то, что в Чечне убивают людей, заставляют семьи
родителей, чтобы они убили своих детей, которые просто так вышли из каких-то рамок, которые они считают правильными. Но это же государственное как бы то преступление. А это часть этого геноцида, да? Сейчас российское поколение вообще об этом не хочет думать и не говорить, не вспоминать. У них другие проблемы, понимаешь, харассмент, там кто кому квартиру подарил, это сразу все начинают весь этот мир сбегаться, обсуждать. Если ты можешь нам рассказать, вот как было в Чечне, как ты туда поехала, что там, свои впечатления? Я приехала там недолго до Рождества 94 года. Я была такой, знаешь, молодая блондинка, без мозгов почти. Думала, что все знаю, все умею. Я вообще удивляюсь, что я выжила там. Да. Смотри, я приехала в Россию в 92-м. Первая моя война была в Абхазии, по-моему, в 93-м. И сразу после этого я поехала в Чечню. Потому что все журналисты поехали, я поехала тоже. Но что я хочу сказать, что просто эта война на моих глазах, она развивалась, да, эти бомбежки, когда это было, по-моему, до Рождества точно 94 года, потому что я помню, как мы жили там по подвалам, как западные журналисты уехали, осталось нас там несколько. Западные журналисты, между прочим, уехали, знаешь почему? Потому что у них была страховка. У нас страховки не было, у нас, бывших социалистических. Здесь же даже такого понятия, что тебя застрахуют как журналиста, который ездит на войну, просто не было тогда. И мы без страховки могли остаться, потому что убьют, никто ничего платить не будет. Из-за этого я осталась. И именно эти первые дни и недели 94 и января 95 года, когда были самые такие страшные бомбежки, они нас очень как бы сблизили с местным населением, потому что мы у них прятались. Они нам показывали, где какой-то подвал. Когда, например, было, по-моему, 22 декабря 94 года бомбежка Грозного, где погибла коллега моя Синтия Эльбаум, фотограф, они разбомбили жилой дом, туда сбежали все чеченцы, родственники, и нас, несколько журналистов, и мы смотрели там, что творится. А вдруг прилетел еще самолет, и опять бомбил это место. Знаешь, такая пакость, что они же знают, те наверху, что люди съезжаются на место, где что-то происходит. А потом они снова, когда скопление людей, они снова туда. Так что у меня, я это говорю потому, что у меня с самого начала, журналист тоже человек. У меня такое было сначала даже чувство ненависти в учи тем, которые бомбят, и чувство какого-то братства даже с теми, с которыми я нахожусь на земле. Мы все в одинаковой какой-то ситуации, одинаковая опасность для всех. Конечно, для журналистики это не очень хорошо, потому что ты теряешь эту объективность, ты должна быть где-то физически над этим и смотреть на это все, что творится, и писать про это. Но так не получается. Я была частью этой войны, и, конечно, это тебе как-то на психику действует. Так что у меня было какое-то огромное сочувствие с чеченцами, с людьми, которые с начала войны бросали там свою работу, увозили родственников, брали оружие и действительно защищали свой дом. С самого начала войны это была действительно война за выживание, за свою родину, маленькую Чечню, за свой дом, за свою деревню. Так это происходило, за это я просто руки в огонь даю, да, что это не было там никакого американского, арабского влияния с самого начала. Это была огромная ошибка Москвы, которая напала на эту маленькую республику, не поняла, что надо разговаривать, хотя бы разговаривать, если их уже не отпустить, и как-то уладить это без войны. Я тогда и чувствовала огромную поддержку чеченцев и со стороны российской оппозиции.
Было такое. Было телевидение НТВ, где были замечательные журналисты, которые вещали днем и ночью о том, что творится в Чечне, показывали уничтоженные деревни, показывали трупы детей, женщин. Но русские же люди с сердцем, когда они это увидели, они на это как-то реагировали. Было много демонстраций, было давление на Ельцина. Было радио «Свобода», которое там, но Евтушенко, Бабицкий, такая двойка, с которыми я тоже работала, которые сотни репортажей сделали. С бомбежек Грозного, с того, как дети там в подвалах плачут, месяцами живут без воды, без туалета. Ну, ужас настоящий. Это имело огромное влияние на российское общество и на российское общественное мнение. Так что для меня 90-е годы были действительно, конечно, годы войны в Чечне, но тоже какой-то правильной реакции части российского общества. Как только получилось изнасиловать масс-медиа, убить, выкинуть и, ну, может быть, и коррумпировать журналистов, тогда и началось то, что ты говоришь. Чечня была пожертвована, стала жертвой просто и западного общества, которое боялось и боится и сейчас распада России, дестабилизации России. Почему Запад терпит Путина? И, если честно сказать, даже опять пройдет вся это голосование про Конституцию, ну, это совершенно ужас, да? По нашим меркам это что-то непонятного, это наглость, это наступление на демократию самым наглым образом. Даже надо сказать, к сожалению, что даже этот Крым для Запада, это, если у нас бы были гарантии, что дальше Крыма он не пойдет, мы Крым так отдадим России и будем молчать, и все санкции уйдут в прошлое через некоторое время. Это западное мышление, оно такое, да? Пока нас не касается лично, газ идет же, нефть идет, слава Богу, а Крым, ну, забудем, там, через некоторое время забудем, как и забыли про Абхазию. Она же тоже сворованная. Южная Осетия, ну кто тебе здесь будет говорить сейчас? Кто выйдет на митинг за Южную Осетию, которую украли? А Чечня, ну это уже прошлое. Главное, чтобы не было у нас проблем. Это западный подход ко всему. Главное, чтобы нас это не касалось. А этих людей не жалко, которые умерли, которые умирают? Их за людей не считают? Что-то жалко, но в политике какое-то жалко. Может быть, кому-то людей жалко, но когда ты видела последний раз какой-то репортаж с Чечни или какую-то статью? Да, когда убивают кого-то в Европе, в Германии, в Австрии, да, было, до этого на Украине, тогда есть статья, я тоже напишу. Я тебе скажу, у нас в газете, у нас есть такой счетчик, я вижу, кто которую статью, сколько людей прочитало. Даже на некоторые статьи они покупают у нас как бы то, ну, деньги дают, да, покупают газету. Когда эта статья про Чечню, почти никто это не читает, и 100% никто не купит. Когда эта статья про Белоруссию, Украину, ну, более-менее еще, про Путина, да, это интересно. Про коронавирус, да, это да. Но про Чечню забудь. Это никого уже не волнует. Мы с Асланом Арцуевым, когда говорили, мы поняли, что у нас нет языка, мы не понимаем, каким образом можно донести вот, ну, до обывателя, доброго человека, который вот в церковь ходит, да, как говорит, ой, я так рад, он батюшку встретил, вот ГБшники, да, здесь. Вот до этого человека, который способен какие-то чувства испытывать, каким языком ему объяснить, что такое война? Вот ты видела войну, у тебя была трагедия, насколько я знаю. Можно об этом говорить, да. о твоей личной трагедии? Можешь об этом рассказать? Да, конечно. Вот смотри, это... ну, я жила в Чечне, в принципе, с такими перерывами, с 95 года, с зимы 95 года.
Работала я на газету, работала, у нас там тоже был такой благотворительный фонд, потом Беркат мы образовали, и сотрудничали с чешской организацией «Человек в беде». Я там даже вышла замуж за ингуша. И мой муж Ибрагим Зязиков, он работал на «Человека в беде», я работала на Беркат, писала книгу, даже про журналистику чуть-чуть уже забыла. И, жили мы в таком военном, полувоенном положении, когда ты уже не как журналист, но лично чувствуешь, что это война. Для меня война прежде всего отсутствие воды. Представляешь? Отсутствие воды. Потому что то, что стреляют, это пройдет. Когда мы жили с Ибрагимом в Грозном, без газа, без воды, как 52 детей у нас было в этом, у нас был такой маленький детский дом, собирали детей на улице, не было еды, был ужас. Просто действительно, как бы с практической стороны я это смотрю, да, то, что иногда бомбили, иногда стреляли, просто постоянно ты занимаешься какими-то поиском воды, поиском еды для этих детей, мне это страшно утомляло. Ну а потом Ибрагим исчез. Знаешь, живешь там в какой-то там с мужем, с этими детьми, с подругами, у которых, между прочим, у многих мужей уже не было, потому что они или ушли в горы, некоторые потом вернулись, но некоторые, эти женщины тоже, как и я, просто никогда своих мужей не нашли. Потому что если погибнет где-то кто-то, его похоронят, может быть, ты даже уже не найдешь где. А потом есть другой случай, это с Ибрагимом было, что он исчез, и его труп даже никогда не нашли. И мы не можем сказать, да, тогда эта организация «Человек в беде», она очень сильно начала искать его, и мы просили Красный Крест. И я сначала думала, что его взяли, потому что последний раз его уже видели на посту при въезде в Грозный, как он общается с русскими солдатами. А у меня есть такое подозрение, он был он руководил этими конвоями, которые привозили в Грозный еду, там посуду, но людям, которые в подвалах жили, хоть какие-то вещи с Назрани ингушской, где был такой headquarter «Человека в беде». И, по-моему, чтобы привозить эту гуманитарку, надо как-то договариваться с русскими, чуть-чуть им отдавать. Он об этом не говорил, но я об этом убеждена, что просто так они тебя не пропускали. И я боюсь, что там, может быть, что-то не договорили, да? Или там какой-то конфликт возник. Или его убили сразу, или позже. Но чтобы прятать человека, который больше 2 метров, между прочим, долго не сможешь. Так что сначала мы его искали через Красный Крест, но семья, у него еще мама тогда жила, да, которая старенькая женщина, которой мы долго не сказали. Братья у него, они между Зязиковым, между прочим, тоже такой клан, очень известный, связанный бог с чем, и у него братьев несколько, все бросились там искать, не нашли. Так что я думаю, его просто куда-то закопали. И где он лежит, что с ним случилось, до сих пор не знать. А знаешь, в чем это интересно? Что таких людей, таких судеб, наверное, много. Это же не только мы. Наверное, там много матерей, которые никогда не нашли своего сына, который погиб. А у них, у чеченцев, это очень важно, чтобы был гроб, да? Чтобы была могила, чтобы его похоронили, помыли. Это просто у них, в отличие от нас, это просто такой базальный, такая очень важная вещь. Если это не получается, они до конца жизни будут страдать. И да, это, знаешь, это опять тебя очень втянет в эту историю, потому что ты лично станешь частью этой войны, что для журналистики не очень хорошо. Ну, так получилось. И я думаю, что, знаешь, может быть, тоже были задействованы и какие-то чеченские там спецслужбы уже тогда, потому что уже это было время, когда Россия начала искать другой подход, чем бомбежки. Но, к сожалению, тоже плохой. Начала подкупать разных людей
из чеченцев, начала создавать там всякие, знаешь, я думаю, иногда и провоцировала эти похищения. У меня есть большое подозрение, что для России было тогда очень хорошо показать чеченцев в самом плохом, знаешь, как бы то самых плохих, диких людей, которые похищают, насилуют, не сумеют руководить своим государством, которые так хотят. Просто дискредитировать их. Чем хуже, тем лучше. Так что не то, чтобы они им помогли выйти из положения после войны, они им помогли сделать, чем хуже могли. Да? Это было явно. Это было явно в то время, когда уже заканчивался ельцинский период и наступал путинский. И все, как бы то пик всего этого, был этот взрыв домов в Москве. Ты сразу поняла, что это за взрыв, откуда это ноги растут? Знаешь, это проблема опять журналистики. Я сначала об этом думала, что просто это выходит из всяких. Я очень хорошо знала, знаешь, это чуть такое воспоминание, что я очень хорошо знала и Басаева с 94 году. Я не буду там говорить, что он хороший человек, но в 94 году это был нормальный парень, который просто делал не очень хорошие вещи, но, может быть, если бы не было всего этого, он бы просто жил совершенно другой жизнью, он не был сумасшедший убийца. И эти взрывы домов в 99 году, я, между прочим, один слышала, потому что я жила на Грузинском переулке, а это слышно было. Я была в Москве тогда, и я сразу поняла, что что-то не то. Тогда же было такие, знаешь, так тяжело было провести что-то. Но... И потом, зачем? Это было мимо какую-то логику. Но потом, когда Литвиненко пришел с всякими этими докладами, и все это начало развиваться, вся эта теория, что русские спецслужбы сами сделали, у нас же доказательств таких нету. Но никогда не будет. Спецслужбы не работают так, что они тебе так на подносе доказательства принесут. Но есть у меня огромное подозрение, что это все было совершенно по-другому. Что это не чеченцы, которые мстили, там, или, я не знаю, воевали за свою свободу этим путем. Я думаю, что это связано со спецслужбами российскими, это точно. И что эти взрывы домов стали очень прекрасным, хорошим поводом закончить эту войну очень быстро, жестоко, посадить туда Кадырова. И, знаешь, одна забота у тебя уходит, потому что у тебя есть Кадыров, который все делает, как ты хочешь. Вот если бы ты была русской, вот представь себе, какие бы ты сейчас чувства испытывала? Ну, что было, было, и вообще давайте жить, радоваться жизни. Вот у нас солнце, небо, море, чем наши дети виноваты? Или все-таки пыталась бы как-то отрефлексировать и сказать своим же, ребята, ну это все, смотрите, что мы натворили и что мы продолжаем делать, давайте как-то остановимся. Как бы ты поступила? Ну, знаешь, наверное, эта личность Кадырова, она тебе дает прекрасную возможность показать, что это криминальный режим. И Россия же держава, она не может поддерживать прозрачно криминальный режим. Я бы объясняла, что есть какая-то, ну хорошо, мы не самое там демократическое государство в мире, но мы же еще не криминальное государство совершенно. А то, что... Чечня – это такое пятно на лице России, такое огромное темное пятно, что, по-моему, это даже как бы то для Путина хорошо бы было это изменить. И то, что сейчас выходят же люди по всей России иногда на митинги, там, да, выходят. И некоторые люди уже не боятся и стараются там говорить, что, я не знаю, что это изменение Конституции не надо, и что просто другого надо, что Путин уходи, и в Хабаровске сейчас демонстрирует. А Чечня, она
частью всего этого, но просто люди забыли про нее, потому что про нее не говорят по российскому телевидению. Если бы говорили каждый день про то, что там творится, наверное, были бы и лозунги про Чечню. Ну, просто люди не знают. Как люди в Хабаровске, они знают что? Они знают то, что иногда туда приезжает группа чеченцев, не совсем хороших ребят, там и что-то натворят, да? Об этом говорят люди. Но то, что творится в самой Чечне, туда даже не очень много русских ездит. Ну, не ездит. Пусть едут посмотреть, например. Это стоит. Это не опасно, и это возможно. Я там была несколько раз уже в последнее время, в последние годы. Прекрасная дорога, приедешь, поговоришь с людьми и сразу поймешь. Сразу поймешь. А что они говорят там? Что Они, у нас все хорошо? Нет, они ужасно боятся что-то говорить. Это прежде всего. Они так страшно боятся, что когда ты их спросишь, что думают про Кадырова, они начинают окладываться, трясутся. И у меня одна подруга, я ее не буду называть, и она был такой случай, да, что один наш коллега, западный журналист, снимал фильм про чеченские какие-то организации, которые занимаются правами человека. И да, нашел там каких-то, там прежде всего женщины в этих организациях, между прочим. И он нашел несколько женщин, которые занимаются правами человека, сказали им, что будет снимать фильм, они согласились, только его попросили, чтобы он им потом показал, что в этом фильме будет. Потому что у него фильм, а у них жизнь, да, на подносе. А он сказал да. Один раз они ехали на машине, и он на телефон, они между собой разговаривали, а он на телефон снял, что они разговаривают. А там был какой-то плакат или билборд, на нем Кадыров. А одна эта девушка в машине, за рулем, между прочим, она говорит: а вот я знаю Кадырова, знаете, мы как-то в школу даже одну ходили, а он был всегда такой, ну не очень такой парень, никакой. А сейчас как он притворяется, ну что-то в этом роде. Ничего оскорбительного, такого, знаешь, болтовня женская. А он поставил в этот фильм. Им не сказал. Фильм показали, он появился в интернете. Кадыров посмотрел. Вот что он с этими женщинами 3 сделал, которые были в машине. Ты не представляешь. Одна живет сейчас в Западной Европе. Ее через горы, через Грузию вытаскивали с Чечни. Вторые 2 должны были на допросах. Даже их мужья, их оскорбляли, унижали. Мужей унижали. Им говорили, там ты шлюха, ты проститутка, как ты можешь. Их мужей пригласили, они должны... ужас какой-то. Из-за этого 3 сентенции прозвучали. Вот никакой парень этот был. Почему я это говорю? Это я знаю точно, потому что это случилось с моими подругами. И когда я туда приезжаю, их спрашиваю, как вам жизнь в Чечне, всегда вспомню эту историю и больше даже не спрашиваю. Потому что я не хочу их как-то подставлять, да, не хочу, чтобы они, потому что они мои подруги, они знают, что я хочу что-то слышать, правду, они мне что-то наговорят, и потом у них будут проблемы. Так что в Чечне как-то откровенно с людьми говорить нельзя, потому что все ужасно боятся. Ужасно боятся. Боятся не только те, которые в Чечне, а и те, которые за границей. Почему он убивает этих людей, или дает их убивать? Не то, чтобы вот этот конкретный ему мешал. Потому что ты убьешь одного, другого, и третий уже скажет, а вот я... тогда я бросаю эти блоги, эти ютуберы, которые критикуют Кадырова. А вот уже убил 3, я уже не буду. Это такой принцип, да, что ты одного убьешь, а другой замолчит. Это хитро. Можно и не всех убивать, хватит несколько, потому что остальные побоятся. И в Чечне все боятся. Боятся того, что Кадыров их
Но самое страшное, что он делает, то, что даже в России невозможно, он не наказывает только тебя. Это еще можно терпеть, да? Чеченцы такие мужественный, гордый народ. Но он наказывает твоих родственников, выгоняет семей с домов, заставляет, оскорбляет, заставляет семей убивать своих там членов семей, которые, не знаю, там якобы позорят их. И из-за этого страха там все построено на страхе. С другой стороны, конечно, есть достаточно... Приедешь в Чечню, чувствуешь себя как в каком-то европейском городе. Там все есть достаток. Можешь в магазин купить, что хочешь. Есть там прекрасные гостиницы, в которых никто не живет, конечно. И если ты хорошенький такой послушный человек, ты можешь достаточно нормально жить. Голосуешь, как тебе скажут, и, может быть, тебе ничего больше не нужно.